Благодаря мудрости и прозорливости наших предков нам достались бесценные достояния и материальные богатства, которые мы обязаны сохранить и передать последующим поколениям. Один из них – это тайган. Тайган – порода охотничьих собак, которая сформировалась в экстремальных горных условиях, распространена в горных районах Центральной Азии, в основном в зоне Тянь-Шаня Кыргызской Республики. В прошлом, за редкостью письменных источников, знания и сведения о тайганах передавались устно, в повествованиях народных сказителей, акынов, охотников через легенды и рассказы. Немало сведений о тайганах имеется в эпосе Манас. Одно лишь это свидетельствует о глубине исторических данных об этих собаках. Еще в XI веке известный восточный летописец Махмуд Кашкари в своем словаре «Диван Лугат ат-Тюрк» наряду с другими пословицами упоминал о тайгане следующим образом. «Тайган югригин тильку севмас» — «Лисе не нравится бег борзой». Древнетюркский словарь. Наши предки очень ценили тайгана, для чего создавали лучшие условия для их содержания и кормления. Владельцы тайганов, которых называют тайганче, специально обучали и натаскивали тайганов на диких животных. В настоящее время знания и навыки работы с тайганом в основном передаются через хранителей традиционных знаний, опытных охотников, практикующих кинологов. Народных хранителей остается мало, но они еще есть в отдельных регионах республики. Мурсалы Аксакал из села Акмоюн Нарынской области всю сознательную жизнь охотился с тайганом. Нынче он много полезных советов дает молодежи по содержанию тайгана. Старый охотник Шамши тоже немало поведал о интересных случаях с тайганом, которые случались в его молодые годы. Толкунбеку Тайгуронову за 70. Еще в 1980-х годах он в Москве выставлял своего тайгана Каракуш, который, став победителем на международной выставке чистокровных собак, начал популяризацию этой породы в европейской части континента. Болот Коенбаев, представитель нынешнего поколения тайганче, также хорошо освоил это ремесло от своих предков, которые тоже охотились исключительно с тайганом. Они рассказывают, как тайган справляется с волками и как он это делает, откусывая сухожилие задней ноги у волка. Мурат Омуралиев – известный тайганчи из Нарынской области. Он в совершенстве владеет навыками и знаниями по содержанию тайгана. Болот Вахапов хорошо помнит, как его отец в свое время держал тайганов, как охотился с ними и как готовил их перед тем, как идти на охоту. Отец много внимания уделял кормлению тайгана и подмечал, как это важно еще с ранних лет не отрывать щенков от матери. В настоящее время молодые люди увлечены выставлением тайганов в состязаниях в беге, который называется тайган-джарыш. Тайган-джарыш включен как один из видов состязаний во всемирных играх кочевников. Данное обстоятельство еще больше способствует его популяризации. Одним из первых письменных источников, отражающих сведения о тайганах, являются труды кыргызского писателя-просветителя Белека Солтуноева. В книге «Кыргыздар», написанном еще в 1850-х годах, он оставил краткое описание тайгана. Нынче сведения о тайганах переводятся на разные языки и передаются через печатные издания, СМИ и социальные сети. Благодаря усилиям наших предков, которые подметили особые природные данные тайгана, сохранили и приумножили искусство взаимодействия с этими животными в их среде обитания. Нынче тайган является одним из символов кыргызского народа. Во всем мире он известен как кыргызский тайган, что свидетельствует о признании его принадлежности только кыргызам. Именно это имеет большое значение для целого народа, вызывая чувство гордости и причастности к сохранению этого уникального элемента. На сегодня популярность тайгана довольно высока, и уже во многих странах он стал любимцем среди любителей животных благодаря изящному экстерьеру и благородному нраву. Сегодня любителей, владельцев тайгана можно встретить во многих странах. Молодежь, студенты с интересом слушают лекции, воспринимают любую информацию, расширяющую их кругозор о тайганах и других достояниях народов. Учитывая важность вопроса, правительством Кыргызской Республики 29 августа 2019 года
был утвержден план мероприятий по продвижению кыргызского тайгана в рамках защиты национальных культурных достояний кыргызского народа. Важным результатом проведенных работ является то, что постановлением правительства КР от 16 апреля 2021 года номером 149 о внесении изменения в постановление правительства КР об утверждении положения о классификации элементов нематериального культурного наследия Кыргызской Республики и национального перечня элементов нематериального культурного наследия Кыргызской Республики от 5 августа 2015 года номером 557 «Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Кыргызской Республики» дополнен пунктом «Знания и навыки взращивания тайганов». С 15 по 30 мая 2022 года в Национальном историческом музее Кыргызской Республики проведена выставка «Бесценные наследия предков. Тайган». И сегодня уже планомерно осуществляются и принимаются меры для сохранения и улучшения этой уникальной аборигенной породы собак – тайган.